Трудно найти страну, в чьем культурном коде, подобно России, образ чиновника, выраженный, как правило, в негативно-сатирическом ключе, занимал бы столь же большое место. Это, с одной стороны, Дементий Брудастый, Салтыкова-Щедрина, оказавшийся механизмом, способным издавать лишь несколько фраз типа «разорю» или «не потерплю», которых, однако, вполне было достаточно для исполнения обязанностей градоначальника. С другой стороны, это мелкий чиновник Акакий Акакиевич, в котором, как писал один критик, Гоголь начертал последнюю грань обмеления Божьего создания. Квинтэссенция чиновника в восприятии башкир выражена в народной песне, посвященной начальнику 5-го башкирского кантона Мухаммед-Кулую Кучукову. Последний изображен жестоким угнетателем, заставляющим народ плакать кровавыми слезами. Насколько этот образ согласуется с исторической действительностью и как выглядит современный башкирский чиновник? В начале 90-х годов слово «чиновник» после 70-летнего советского периода вновь вернулось в наш активный речевой оборот в качестве нейтрального понятия, обозначающего любого государственного служащего. Ведь в Советском Союзе формально чиновников не существовало. Их заменили партийные, советские и прочие работники. Но, по сути дела, эти названия являлись лишь эвфемизмами, за которыми скрывался все тот же чиновник. Упразднить его было невозможно, ибо одним из главных признаков государственности является наличие бюрократии. Нет бюрократии – нет государства. Теория государства английского философа 17 века Томаса Гоббса исходила из предпосылки, что в своем естественном состоянии, говоря словами известной латинской пословицы, человек человеку волк. Поэтому без подчинения государству, олицетворением которого является библейское чудовище Левиафан, человечество обречено на войну всех против всех. Отсюда, по его мнению, проистекает идея общественного договора, согласно которому люди отказываются от части своих прав и облекают властью того, кто обязуется охранять право пользования оставшимися правами, а именно государство. Государственный и муниципальный служащий, чиновник – это прежде всего государев человек, как было принято называть его в нашей отечественной управленческой традиции. Люди, которые приходят к нему со своими проблемами, которые судят о его работе, должны понимать, что чиновник – это прежде всего представитель государства. А государство – это сила, опора, поддержка, забота, решение личностных и социальных проблем. Труд чиновника очень важный и ответственный. Своей деятельностью, своими решениями, своим поведением, своим отношением к человеку чиновник должен нести в общество уважение и доверие государству. Однако слово «чиновник» или «бюрократ» в русской культуре всегда было синонимом бездушия, казенщины и взяточничества. Подобное реноме было во многом оправданным, но в данном случае здесь имеет место тот самый случай, когда вместе с водой был выплеснут и младенец. Ведь альтернативой государству являются анархия и хаос, поэтому интерес к проблеме чиновничества вполне понятен. Проект «Башкирский чиновник» 185 лет назад и сегодня реализован региональной общественной организацией Общества краеведов Республики Башкортостан совместно с основными партнерами. Это Институт истории языка и литературы УФЕЦРАН, Национальная библиотека имени Ахмед Закиева Лиди Республики Башкортостан при поддержке фонда грантов главы Республики Башкортостан. Проект направлен на повышение уровня доверия населения к властям и популяризацию истории. Для эпохи Средневековья в источниках имеется упоминание о правителях Башкирии, наличие которых само по себе предполагает управленческий аппарат. Однако мы пропустим этот довольно темный период истории и начнем с момента вхождения в состав Московского царства.
Будучи территорией генетически не связанной с русской государственностью, Башкирия не имела ту глубину проникновения бюрократических структур, каковую имели центральные районы России. То есть власть государства здесь была весьма ограниченной. В башкирском обществе в это время отсутствовала бюрократическая иерархия. Ее заменяли демократические институты самоуправления, например, общенародное собрание ЕИН, волостные и прочие мирские исходы. Правосудие осуществляли суды на основе шариата и обычного права. Единственным социальным слоем, напрямую связанным с экзогенной государственностью, были тарханы. Тарханы – служилое сословие, освобожденное от податей. Впервые упоминаются в архонских памятниках древнетюркской рунической письменности VIII века. В социальной структуре русского государства тарханство сохранилось в основном у башкир. Когда башкиры принимают российское подданство, там есть условие, что сохраняется местное самоуправление. Соответственно, государство, по сути, обязалось не вмешиваться в хозяйственную жизнь, а поскольку сохраняется ислам и в идеологию, да, в духовной жизни. То есть в башкирское общество государство не вмешивается. Но общалось оно все-таки через своих людей. Ну, в первую очередь, это главы родов, это раз. Второе – тарханы. Тарханы, которым звание тарханское выдавал, ну, мы знаем, Петр I выдавал, и до этого цари выдавали Романовы. Следовательно, тарханы – это были проводники политики государства здесь, можно сказать, условные чиновники, но государство проводило через них только военную политику, что необходимо собрать отряды для войны туда-то, организовать военные отряды так-то, так-то. Вот полную, скажем так, экономическо-хозяйственную часть тарханы не регулировали. Однако тарханы, будучи государевыми людьми, не имели серьезных рычагов принуждения, чтобы влиять на башкирское общество. На отсутствие иерархии и, соответственно, институциональной элиты, с которой можно было бы вести за спиной народа сепаратные переговоры, в 1709 году жаловался Петру I казанский губернатор Апраксин. «О тех башкирцах доношу тебе, государю. Народ их проклятый, многочисленный и военный, да безглавный, никаких над собою начал, хотя б так, как на Дону, подобно атаманы, и таких не имеют. Приняться не за кого, и чтоб особенно послать не к кому». Ситуация несколько изменилась после подавления башкирского восстания 1735-40 годов. По указу от 11 февраля 1736 года учреждался Институт башкирских волостных старшин, избираемых мирскими сходами, но утверждаемых правительством. Вот эта система, которая возникает, собственно, с Оренбургской экспедиции, с указа 11 февраля 1936 года, она внешне напоминает бюрократическую систему. Но надо учитывать одно. Все-таки кандидатуры выдвигались общинами. То есть уфимская, в данном случае, администрация отбирала одного из 3 кандидатов на утверждение и так далее, и так далее. То есть здесь существовала такая комбинированная такая система, которая в какой-то степени архаична еще. То есть она предполагает определенное воздействие общества на выборы административного лица. Система внешнего управления через старшин не выдержала испытания пугачевщиной. Старшины не только не стали опорой режима, но сами шли в авангарде движения. Результатом раздумий над башкирским вопросом стала кантонная система управления, введенная в 1798 году указом императора Павла I. Мы, конечно же, говорим о настоящем чиновничестве, это кантонная система. Кантонная система отказалась от родовой структуры, вела военно-административную служилую структуру, где назначались уже, или назначения инспирировались, выборность специальными людьми от местной администрации. То есть в кантоны назначали, кантонные начальники, их помощники назначали лояльных администрации людей. Только с введением кантонной системы у башкир появляется своя ниша, свое место в российском имперском пространстве. До введения кантонной системы стоял башкирский вопрос, он прям так и назывался в сенатских делах, то есть решение башкирского вопроса в XVIII веке. То есть предлагались разные проекты, там,
от Волынского, который можно назвать практически геноцидом, до проекта Кириллова там, и так далее. То есть разные были способы решения этого вопроса. Идеальным оказался проект, который создал Игельстром. Барон Осип Андреевич Отто Генрих Игельстром, 1737-1823. Астзейский дворянин на русской службе. Отличился в русско-турецкой 1768-1774 годов и русско-шведской войне 1788-1790 годов. В 80-х-90-х годах XVIII века был генерал-губернатором Уфимского наместничества, а затем Оренбургской губернии. С введением кантонной системы, заключавшейся в разделении Башкирии на 12 башкирских и 5 мишарских кантонов во главе с начальством из местного населения, наконец-таки была создана столь вожделенная властями башкирская бюрократия. Следует сказать, что до Петра I в России не существовало бюрократии в подлинном значении понятия. Стремясь построить регулярное государство, царь-реформатор должен был создать соответствующий аппарат управления. Для этого нужны были ясные представления о государственной службе и порядке ее прохождения. Поэтому в январе 1722 года он вводит табель о рангах, которая покончила с местничеством. Отныне статус и социальное положение служилого человека зависело не от его родовитости, а от личных качеств. То есть в основу службы были положены меритократические принципы. Меритократия, власть достойных, была противопоставлена власти знатнейших, то есть аристократии. Как писал Пушкин, чины стали страстью русского народа. Для большинства дворян служба, будь то военная, статская или придворная, была не только источником существования, но и единственной возможностью сохранить честь. Ведь не служившие собратья по сословию до старости именовались недрослями. Принципы табели о рангах были внедрены и в систему кантонного управления Башкирией. Чинопроизводство в башкиро-мещерякском войске теперь подчинялось той же логике, что и в других частях Российской империи. Ведь башкирский вопрос XVIII века привел к тому, что большая часть вельмож склонялась к тому, что нужно сокращать, радикально сокращать башкирское население. И методы были, кстати, приняты к этому. А кантонная система позволяла как бы без уничтожения этноса, без его сокращения, создать систему, которая удовлетворяла большую часть народа. Ведь введение кантонной системы, судя по откликам, оно рассматривалось как свойственное башкирам занятие. Башкиры втянулись в эту систему, то есть появилась мотивация достижения более высокого положения в обществе. И, кстати говоря, статистика показывает, что зауряд чины кантонного войска не всегда исходили из старой башкирской аристократии. То есть это в какой-то степени тоже была меритократия. Ознакомление с формулярными списками башкирских кантонов дает ясное представление о службе башкирских чиновников, многие из которых имели обер-офицерские звания, хотя большинство оставалось в зауряд чинах. Зауряд офицерами, от русского «зауряд» — наравне, наряду, называлась категория военнослужащих, занимавших офицерские должности, но не имевших офицерского чина. Но чтобы не получить быстро среди дворян российских башкир, то есть мусульман, то сделали так, что вначале проходили службу в зауряд чинах. То есть зауряд чины – это чины по табели о рангах, но во время службы. Когда человек выходит со службы, эти чины не считаются. Он становится опять природным башкирцем, как тогда писали. Ну, обычным рядовым башкиром. И вот служба в зауряд чинах приводила все-таки некоторых к получению чинов по табели о рангах настоящих. То есть прапорщиков, подпоручиков, поручиков. Это формировалось таким образом башкирское дворянство. Заслужить звание офицера можно было лишь геройством на полях сражений. Есаул Кутлугильды Ишимгулов, кавалер орденов святой Анны IV степени и святого Станислава IV степени, имеющий серебряные медали в
память 1812 года и за взятие Парижа. Он начинал службу рядовым, затем стал зауряд-сотником, затем последовательно получал обер-офицерские звания подпоручика, сотника и есаула. Последнее звание соответствовало 9 классу табели о рангах, что заслуживало обращения «Ваше благородие». Но уже с 14 класса Ишимгулов имел право на дворянство. Этот же проект направлен на создание информационного ресурса, в котором мы бы представили биографии всех чиновников по формулярным спискам Башкиро-Мещерякского войска на 1836-1842 год. Кроме сайта «Чиновники Башкирско-Мещерякского войска», вот его главная страница, здесь дана о войске, структура войска, информация, список литературы и так далее. И в каждом кантоне представлены все эти чиновники, расписаны их биографии. Есть и именной указатель, есть географические указатели, и мы надеемся, что этот ресурс поможет тем, кто изучает историю своих деревни, историю своего рода, и послужит для них также источником информации. Географический диапазон действий башкиро-мещерякского войска поражает своей широтой, а задачи – своей разнообразностью. Зауряд есаул Ахмед Киикбаев в 1828 году находился в Бессарабской губернии с 8-м Оренбургским казачьим полком, а в 1829 году по разным употреблениям при городе Одессе находился. Урядник Никмутулла Бердыбаев, будучи георгиевским кавалером за войну с Францией, ранее, в 1806 году, усмирял бунт уральских казаков. Чиновник 14 класса из российских дворян Губайдулла Куватов в 1808 и в 1811 году был в Киргиз-Кайсакской степи для наказания воров-киргизцев. Урядник и юртовой старшина Мухаммед Джамиль Байбулатов в 1830 году в Киргизской степи при султане находился, то есть служил в охране одного из представителей ханской династии. Кавалер ордена Святой Анны Харунжий Хусейн Кучербаев перед войной с французами был в 1799 году на китайской границе. Портрет чиновника, служившего 185 лет назад в башкирском кантоне Башкиро-Мещерякского войска, следующий. Это военный мужчина 44 лет, грамотный мусульманин, супруг одной женщины и отец 3 детей. Каждый 5-й чиновник был участником войн и военных конфликтов, в которых участвовала Россия, а именно русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, Отечественной войны 1812 года, заграничных походов 1813-14 годов, русско-турецкой войны 1828-29 годов и Кавказской войны 1817-1864 годов. Генерал-майор Оренбургского казачьего войска Иван Чернов в своих записках писал, что кантонная система сделала невозможными башкирские восстания, поскольку расколола башкирское общество на верхи и низы. До конца вот этого раскола, о котором писал Чернов, в башкирском обществе не произошло. То есть та элита, зауряд чиновники башкирского войска, которая взращивалась, которая создавалась, видимо, за этот период, за период чуть больше полувека, она в башкирском обществе не приобрела свойства аллогенной элиты, чужаков. То есть можно говорить там о нескольких семьях, кто-то говорит там 100 семей, 120 семей, которые перешли на дворянский образ жизни. То есть, но при этом много ли таких было башкирских чиновников? Но даже многие дворянские фамилии продолжали оставаться плоть от плоти народа. Тому пример Мухаммед Салим Умедбаев, посвятивший жизнь просвещению, или семья Сыртлановых, положивших начало башкирскому национальному движению. В чем разница между чиновниками прошлого и настоящего? Я бы хотел сказать, что чиновничество дореволюционное, оно служило государству.
То есть оно четко понимало, кому оно служит. Современный чиновник все-таки работает, тут сложно сказать, слишком много мы видим ситуаций, когда они не для государства, не для общества. Говорить, что чиновник работает для общества, вряд ли. Чиновник никогда не работает для общества. В любой стране он работает на государство. То есть той структуре, которой он служит. Да, государство – это элемент, который общество создало, оно так, по сути, на самом деле. Но взаимодействие общества и государства, оно на разных этапах разное. Где-то общество с государством находится в общем понимании, где-то различаются, где-то они разные представления. Ну, скажем, у общества есть всегда недовольство зарплатой, а государство считает, что зарплата у людей вполне нормальная. Это традиционное различие между обществом и государством, да? Показательная подробность. Дореволюционный чин принимал присягу, поскольку и статское, и тем более военное поприще считались службой в прямом смысле слова. Поэтому при старом режиме было четкое понимание долга перед государством, подкрепленное словами клятвы перед Богом. Насколько сильно это контрастирует с портретом современного башкирского чиновника? Мы попытались обрисовать идеальный тип современного чиновника, государственного человека или государева человека новой формации. Как известно, идеальный тип был придуман немецким ученым Максом Вебером, представляет себя некую абстрактную схему, набор каких-то критериев, качеств, характеристик, ориентиров, на которые нужно равняться. Безусловно, это утопическая схема, потому что в жизни идеальных типов не бывает, но тем не менее идеальный тип, в том числе идеальный тип чиновника, это значимая общественная сущность, которая упорядочивает и привносит целесообразность поведения и мышления современных государственных и муниципальных служащих. И на идеальный тип нужно равняться, к нему нужно стремиться. В рамках проекта «Башкирский чиновник 185 лет назад и сегодня» было проведено социологическое исследование, включавшее в себя опрос 352 государственных и 308 муниципальных служащих Республики Башкортостан. Всего было опрошено 660 человек. В гендерном отношении более 63% оказались женщинами и около 37% мужчинами, что коррелирует с данными статистики, говорящими о преобладании слабого пола в органах власти. Но при этом среди руководителей и представителей сильного пола было значительно больше. Подавляющее большинство имеет высшее образование, причем 24% – 2 и более диплома. Свыше 63% чиновников состоят в браке, причем 73% в мононациональном. Почти 55% браков были заключены по мусульманскому обряду. Эти цифры указывают на приверженность традиционным ценностям и паттернам своей этнической культуры. На вопрос, в какой мере население, по вашему мнению, доверяет чиновникам, опрошенные ответили так. Около 64% доверяют, но более 26% скорее не доверяют. Основными факторами, по мнению респондентов, которые оказывают негативное влияние на реальное состояние доверия населения к чиновникам, являются низкий уровень жизни населения, наличие у населения негативного опыта взаимодействия с чиновниками. Ну и, как отметили многие госслужащие, это пропаганда в средствах массовой информации негативного отношения к чиновникам. На вопрос, каковы, по вашему мнению, главные факторы карьерного роста, более 73% ответили, что таковыми являются профессиональная компетентность, более 71% – эффективная работа, 54% – личные качества. При обобщении социального портрета чиновников Республики Башкортостан можно сделать такой обобщающий социальный портрет. Это преимущественно женщина, ей 38, 40, 42 года. Она состоит в браке, причем в мононациональном браке.
имеет 1-2 детей. Она имеет стаж свыше 10 лет, устроилась на текущую должность она самостоятельно в порядке конкурса. Безусловно, у нее высшее образование, а в некоторых случаях 2 высших образования. Она имеет относительно средний уровень материального положения. Как говорится, на жизнь хватает, но откладывать, к сожалению, не получается. Конечно, проведенное социологическое исследование в меньшей степени касается верхнего эшелона чиновничества, отдельные представители которого часто оказываются в центре громких коррупционных скандалов, и чей непомерно высокий уровень потребления в низовой и части средней бюрократии, составляющей львиную долю государственного и муниципального аппарата, вызывает такое же неприятие, как у всего общества. Эта часть чиновничества, как показало исследование, мало чем отличается от среднестатистических россиян. Их мировоззрение на действительность. Им также присущ критический взгляд к собственной социальной страте и понимание необходимости перемен. А это уже является ресурсом обновления. России всегда был присущ мобилизационный тип развития, при котором роль бюрократии имеет исключительно важное значение. Здесь сложились вместе климатические и географические особенности страны, требовавшие максимальной централизации, исторические традиции и периферийное положение страны в мировом разделении труда. Поэтому модернизационные импульсы всегда исходили от самого государства. Недаром же Пушкин писал, что правительство у нас единственный европеец. При такой специфике исключительно важное значение приобретает служебная, или, говоря терминами Макса Вебера, трудовая этика. Ведь при отсутствии ясных представлений о цели служения любое благое начинание обречено на провал.